Гул отскочившего от блока мяча, свист нарезаемых над головой подачи, оглушительные крики участников матча. Именно так во Дворце спорта Назрани определяется бронзовый призер первой ночной волейбольной лиги. В матче за третье место сошлись Сагапши в зелено-белых футболках и Мачхо в синих. Напряжение чувствовалось в каждом розыгрыше. Эти финальные игры стали кульминацией большого четырехмесячного турнира, в котором приняли участие 12 команд со всей республики. Уникальность лиги в том, что она стала открытой площадкой для всех. Заявить свою команду и посоревноваться мог любой желающий. Эмоции после окончания турнира у игроков переполняли. Конечно, это большие эмоции, много знакомств. В первую очередь. Потом это спортивная составляющая, это как-никак здоровый образ жизни. Особые чувства переполняли игроков главных фаворитов. Команд Назрань в белых футболках и Малгобек в желто-синих, которые встретились в решающей финальной игре. Еще перед матчем настроение назрановцев было боевым. Цели только одни. Первое место. Первое место. 2 чемпионата мы выиграли. Сейчас 3-й чемпионат. Дай Всевышний, мы тоже выиграем. Финальный матч растянулся на 5 сетов. Назрановцы оказались сильнее своих оппонентов. Они завоевали главный трофей первой ночной лиги, оставив Малгобеку серебро. Но главной наградой для всех участников стала сама возможность почтить память человека, благодаря которому любительский волейбол в регионе получил такое развитие. Турнир проходил в память об одном из учредителей ночной лиги Мустафе Кациеве. На трибунах присутствовали его родные и близкие. Высокий интерес местного населения к волейболу, который показал первый турнир такого формата, побудил Федерацию волейбола разработать новые планы по развитию этого вида спорта в регионе. Когда мы только начинали этот чемпионат, мы хотели начать с 8, максимум 10 команд. Потом заявок начало поступать много. Начали добавляться команды, и мы составили календарь на 12 команд. Но после того, как мы уже из 10 команд создали турнирную сетку, полностью все расписали, еще 4 команды стало в очередь, мест не хватило, а уже переделывать календарный план возможности не было. Поэтому мы планируем в следующем году задействовать порядка 20 команд. И вполне возможно разбить их по навыкам, может, группу А, группу Б. Таким образом, первый чемпионат ночной волейбольной лиги завершился, оставив после себя не только имена победителей в таблице, но и, главное, живую объединяющую традицию, которая обещает стать только лучше. Адам Гулоев, Сулейман Костоев, Магаз 24.